В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении Жириновского к миграционной политике Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как поднял всех на уши политик. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Мы бы хотели, чтобы расширялись связи между Россией и Таджикистаном, чтобы... Мы за бедных, мы за таджикских. Среднюю Азию надо беречь. Они все к нам вернутся. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он категорически против предложений некоторых российских политиков ввести визовый режим с Таджикистаном. Виза нам с Таджикистаном не нужна, нужно дать зеленый свет поставкам таджикских овощей и фруктов. На рынке России, где их ждут, отметил он, я за объединение наподобие Евросоюза, я убежден, что в реалиях сегодняшнего мира. То есть ждут, хотят. А мы, так сказать, как бы в стороне. Но самое главное, Таджикистан. Вы знаете о том, что каждый день погибает 2-3 таджикских пограничника. Они своей кровью останавливают банды, которые хотят прорваться в Таджикистан. Это же и для нас с вами граница. Если они прорвутся в Таджикистан, неименуемо окажутся и в Узбекистане, и в Киргизии, и Казахстан. А северный Казахстан – это Южный Урал и Южная Сибирь. Мы получим Сирию в 10-кратном размере. И потом будет намного сложнее. Надо помочь в охране таджикской границы. Выживут лишь те государства, которые имеют не менее 300 миллионов населения, сказал он. Граждане, мы посетили металлургический завод, сельскохозяйственные предприятия. Они хотят, чтобы между нами были теплые отношения. Они хотят изучать русский язык. Они просят русские учебники. Они просят открывать русские школы. В Киеве или на Украине закрывают, а там просят открывать. Как вы относитесь к таким заявлениям политика? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Жириновский отметил, что с большим уважением и почтением относится к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и подчеркнул, что Таджикистан имеет огромные ресурсы в экономике, энергетике, на рынке труда, а у России финансовые возможности. Нам необходимо объединить эти ресурсы, и выигрыши останутся и в Москве, и в Душанбе, отметил лидер ЛДПР. А наши артисты не едут. Поэтому надо хорошо знать ситуацию. Я не упрекаю наших дипломатов, и у них есть какие-то, может быть, еще не до конца доработанные инструкции. Не всегда они хорошо знают, что такое Средняя Азия. Вот. Но мы-то не чиновники, не дипломаты, поэтому, может быть, нам пора уже объединить комитет по СНГ с международным. Все это одно и то же, а то у нас получается одна страна СНГ, другая уже международный комитет, и вот они силы свои не знают, куда направить. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.